все друзья его сделали. Здесь нет представителей генетической компании Росатом, на живом не будет. Я не знаю, есть конфликт интересов не будет. Есть некоторые вопросы по поводу генетики, которые мне было бы интересно узнать, и наши читатели тоже хотели бы спросить. Первый такой вопрос, есть такое выражение, наверное, вы его слышали, что от осинки городятся апельсинки. И так как наше мероприятие приурочено к саммиту учителей, многих в Казахстане заботят будущее детей. Люди заинтересованы в том, чтобы дать им какой-то уровень образования. Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-то генетическая предрасположенность, может быть, комбинация генов к тому, что ребенок был более успешным, чем менее успешным? Спасибо большое, Евгений. Я бы с удовольствием показал, я не буду, мне просто представьте, помните слайд про грусть у россиян, вот эта неизбывная русская тоска. Представьте себе, что слово «грусть» вы заменили там на способность к образованию. Текст остался тот же самый, и там в этом тексте будет написано, что ученые на основании 40 тысяч геномов сравнений и прочее выявили способности к образованию, у кого угодно. Но первое, способность к образованию учитель видит, но, во-первых, это способности индивидуальные, они могут быть разные для разных предметов. Способности могут быть в разных местах, да? И совершенно непонятно, про что мы говорим, если мы хотим организовать генетическое исследование, где были бы выявлены люди, желательно одного и того же социального статуса, одного и того же достатка в семьях, и где их способность могла быть измерена, числово желательно как-то, а потом выделены люди, которые ничем таким не обладают, эти люди были бы, у них были бы определены геномы, а потом был бы сделан объективный какой-то поиск статистической перепредставленности или недопредставленности каких-то вариантов. Такое исследование почти понятно невозможно. Это не означает, что вы не проводили, его проводили. Эти исследования приводили к разным результатам, и предсказательные способности, к сожалению, сходятся к нулю. И поэтому это идет в раздел АГРИ генетических отчетов. Что не мешает это делать, потому что у людей очень есть большой интерес к этому, у родителей есть большой интерес к успеху своих родителей. Я думаю, это мое личное ощущение, что самый большой, один из самых важных эффектов на обучение, на развитие талантов ребенка оказывает тот самый учитель, то есть те люди, которые здесь сидят. Но я уверяю вас, при прочих равных, что учителя не имеют генетических связей, я надеюсь, со своими учениками. Да? И тем не менее оказывают огромное влияние на их судьбы. Поэтому это не вопрос генетики. Спасибо. Как вы думаете, влияет ли уровень интеллекта родителей? Есть такой миф, что более умных, одаренных родителей рождаются более талантливые, умные дети. Спасибо. Мы с Евгением перед всем этим делом говорили и пришли к выводу, что я буду мистер «нет». Я буду все время говорить «нет». К сожалению. Это, опять же, потому что я считаю, что все генетики такие мрачные, нехорошие. Но хочется же говорить, если неправда, но чтобы было общее понимание и занизить, может быть, ожидания, привести их к нормам. Интеллект, вообще говоря, не измеряем. Мы не знаем, что такое интеллект. Например, если мы посмотрим на людей из обществ с разной степенью развитости в разных исторических каких-то моментах, определение интеллекта будет разное. Если некоторые общества даже не знают, что такое интеллект, но он, безусловно, у людей там есть. Если вы не можете измерить некоторое свойство, то вот этот опыт по определению генов, который ответственен за это свойство, это единственная методология, которая сейчас есть. Да? А именно разделить людей на обладающих свойствами и не имеющих его, и имеющих его в разных количествах, иметь достаточную выборку репрезентативно и сравнить. То, в общем, мы не можем. Интеллект не измеряется. Люди делали опыты, я говорил сегодня в начале, я чуть-чуть упомянул, по использованию коэффициента IQ, который можно измерить. Можно сделать стандартный тест, но мало кто готов считать, что значение IQ-теста связано с интеллектом. Вот. На самом деле, скорее нет. Но это некий прокси такой. И там показано, да, действительно, что есть некоторая наследуемость. Но тот факт, что есть наследуемость предполагает, что в семьях и у родителей с высоким IQ-тестовым результатом
дети в среднем дают его выше, даже если вести поправку на эффект среды, на образовательные и имущественные какие-то факторы, то это не означает, что есть гены. Потому что, как вот в случае, который я в конце пытался галопом по Европе рассказать, по-видимому, есть не гены, не какие-то конкретные изменения в каком-то гене, а изменения в десятках тысяч генов, а нас всего лишь 20. И комбинация какая-то уникальная этих изменений, и есть то, что определяет, какие-то ваши способности. Получается, что способности есть, а генов, ответственных за них нету. Скажу больше, вот у нас у всех есть, надеюсь, ноги, да? Ноги есть? Есть. А генов нету. То есть можно ли из вашего ответа сделать вывод, что даже если родители не обладают какими-то выдающимися достижениями, все равно ребенок может ими обладать и имеет смысл? Я считаю, что это так, в этом прелесть, собственно, полового размножения, на самом деле. Половое размножение не нас с вами, а вообще как эволюционное приобретение живого, как раз связано с тем, что хочется комбинировать, пасовать генетические карты. Будем считать, что каждое вот это изменение, которое у каждого из нас по 6 миллионов относительно нашего партнера, если мы не родственники прямые. Когда мы делаем детей, мы случайно выбираем половину этих вариантов и обмениваемся ими с тем, что произошло тоже случайно у партнера. Возникла новая комбинация. Во-первых, мы содержим лишь половину комбинации вариантов генов, которые были у наших родителей, и каждый из нас содержит уникальную комбинацию вариантов каждого из наших родителей. Это делает нас генетически отличными от родителей и от наших братьев и сестер, даже на уровне внешнего вида. Чуть-чуть похожими, но и отличными, потому что, конечно же, какая-то связь есть. И как проявится эта комбинация, как она сыграет, одному Богу известно. Родители Эйнштейна ни в коем случае не были интеллектуалами. У Эйнштейна вроде как не было детей, но они тоже вряд ли были таковыми. Это прекрасно, это означает, что мы проживаем свою единственную судьбу, мы являемся единственным уникальным генетическим вариантом вида Homo sapiens и в общем, а дальше иншаллах. Спасибо за ответ. У нас осталось еще немного времени. Интересно было бы задать вопрос, как для медицинского психолога, про психологию. Еще древнегреческий ученый, кажется, Диоген говорил, что пьяница рождает пьяницу. Есть ли какая-то комбинация генов, которая ответственна за исследование зависимости? Может ли родитель передать зависимость ребенку? И такой вопрос, если в поколении, несколько поколений люди не будут употреблять психоактивное вещество, может ли это ген такие угасности? Спасибо. Собственно, наборы генов у нас у всех одинаковые. У нас у всех есть 20 тысяч генов, которые, это рецепты в поваренной книжке, которые необходимы для того, чтобы сделать каждого из нас. У нас в этих рецептах есть очень небольшое количество относительно похожей части отпечаток, которые могут чуть-чуть влиять на вкус, хотите, вот этого генетического блюда, на какой-то очень тонкий аромат на фоне общего всего остального. Поэтому вопрос, по крайней мере, на уровне того, что если я что-то не делаю, потеряется ли у меня ген, но такого быть не может. Гены у нас у всех есть. Если у вас нет какого-то гена, то, как правило, вы здесь не сидите. Вот. Речь мы сам начинаем идти о генетических вариантах и отпечатках. Вот ту картинку, которая, к сожалению, не работала, анимация, я очень плохая. Вот. Там, это может быть, я надеюсь, что там было видно, что можно происходить от своего дедушки с папиной стороны. Все происходят от дедушки с папиной и с маминой стороны. Но количество генов, или вернее вариантов, которые вы, как проект человеческий, получили от дедушки с одной стороны, будет не 25%, как хотелось бы, равномерном распределении этих признаков, а может быть совсем другим. Оно может быть 49%, а с другой стороны может быть 0,1%. Да, это просто политическая, это вот именно лотерея какая-то. Поэтому на вопрос про 3 поколения, оно может быть и так, на самом деле, предсказать это нельзя. А по поводу, вот там про влияние алкоголя, в частности, да, действительно есть генная аддиктивность. Они, как правило, связаны с уровнем гормонов в клетке, немножко такая физиологическая история. Но проблема с аддиктивностью и с психологическими заболеваниями в том, что очень сложно вычленить фактор среды. Если, условно говоря, ребенок родился в семье алкоголиков, этому ребенку очень повезло, но надо понимать, что он, это вопрос опять же о важности школы и всех остальных образований. Если этот ребенок не видит никаких других поведенческих стереотипов, кроме тех, которые у него есть в среде, он, возможно, с большой вероятностью выберет такой же путь, но это не из-за генетики.
это другое. То есть даже если у ребенка оба родителя употребляют, это не значит, что он будет зависимым, у него есть еще средовой фактор, у него есть возможности для того, чтобы жить. Да, безусловно, но, к сожалению, к счастью, дети растут, как правило, со своими родителями, и уйти из влияния родителей очень сложно, как хорошего, так и плохого. И когда я говорю про, вы говорите, про родителей употребляют, здесь нужно разделять только одну вещь, что действительно есть какие-то воздействия, в частности, медикаментозные или, есть варианты, когда употребление родителями каких-то веществ просто приводит к повышению уровня ошибок, то есть мутации ДНК, в частности, у плода. И тогда мы можем сказать, что, безусловно, родители оказали какое-то влияние, но это влияние, опять же, образа жизни родителей на конечную генетическую программу ребенка, который как бы вообще совершенно не при чем, он просто оказался в такой среде. Спасибо большое, Константин Викторович. Я вижу, что люди очень интересуются, поднимают руки, хотят задать вопросы. Вас слушать и слушать, но тайминг